Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Бюджет может получить порядка 150 миллиардов рублей от реализации анонсированной президентом меры по налогообложению процентных доходов с крупных депозитов и инвестиционных счетов. В своем выступлении Владимир Путин пообещал, что все дополнительные доходы будут направлены на помощь людям с детьми и оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Эксперты считают, что фактически это означает первый серьезный раунд перераспределения налоговой нагрузки в зависимости от благосостояния людей. Ну а стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов 26 марта выросла на 1,2% до $27.55 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи на 3:30 утра по московскому времени. Накануне цены на нефть в Лондоне падали ниже отметки в $26, однако позже ситуация стабилизировалась и стоимость барреля достигла $27.80. Цена барреля с поставкой в июне торгуется уже по $30. Это на 70 центов ниже, чем на вчерашнем максимуме. На этом фоне биржевой курс рубля немного укрепился по отношению к американской валюте. На момент окончания торгов на московской бирже доллар стоил 78 рублей 25 копеек, а единая европейская валюта 85 рублей 10 копеек. В связи с законодательной отменой банковского роуминга Сбербанк объявил о новых условиях переводов внутри банка. Сбербанк постепенно распространит их на всю страну, начнет с Дальнего Востока. Переводы с карты Сбербанка на другую карту Сбербанка, независимо от того, открыт ли счет получателя в том же регионе, что и счет отправителя, будут бесплатными в пределах, правда, 50 тысяч рублей в месяц. На эту же сумму будут бесплатны переводы между картами, открытыми в одном и том же регионе. Размер комиссии при переводах на сумму свыше 50 тысяч рублей составит 1% от суммы, но не более 1 тысячи рублей. Сейчас все онлайн-переводы через банкоматы, Сбербанк онлайн и мобильный банк между дебетовыми картами Сбербанка внутри одного региона бесплатны, а переводы на карту Сбербанка, открытую в другом регионе, облагаются комиссией в 1% от суммы. Со 2 апреля новые тарифы по переводам будут действовать на территории Дальнего Востока. Импортные пошлины на ряд товаров первой необходимости могут быть обнулены. Это сгладит последствия ослабления рубля и пандемии коронавируса и сдержит рост цен. Несмотря на то, что большинство продуктов мы производим внутри страны, большая доля сырья и оборудования завозится извне. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 25 марта решено временно снизить или отменить ввозные пошлины на ряд товаров первой необходимости. Перечень товаров будет сформирован в течение ближайшей недели. В основном это касается продуктов питания, детского питания и товаров широкой номенклатуры медицинских средств, лекарств и компонентов для их производства, то есть тех товаров, которые испытывают сейчас повышенный спрос. В свою очередь Минсельхоз обратился к отраслевым ассоциациям с просьбой подготовить предложение по установлению нулевой ввозной пошлины на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие в целях сдерживания роста цен на социально значимую продукцию. Ассоциация автодилеров просит вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения и программу утилизации для коммерческого транспорта, следует из письма ассоциации на имя главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Чтобы избежать череды банкротств и большого количества сокращений персонала, автодилеры предлагают Минпромторгу обратиться к мерам поддержки, зарекомендовавшим себя в предыдущие годы. В частности, предлагается возобновить программу льготного автокредитования на покупку легковых машин для всех категорий граждан России, при этом увеличить параметр стоимости автомобилей, произведенных на территории страны, до 1 700 000 рублей. Существенно увеличить объем выделяемых средств в господдержке для текущих адресных программ «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Свое дело» и других. И разработать новые программы для других категорий. В частности, коммерческого транспорта предлагается возобновить программу утилизации, увеличить объем выделяемых средств в господдержке для существующей программы льготного лизинга транспорта. Ну а компания «Алроса» приняла решение отменить ближайшие аукционы, однако предоставить клиентам, испытывающим потребность в таком товаре, возможность поучаствовать в торгах в онлайн-формате. Онлайн-аукцион по продаже алмазов специальных размеров, это более 10,8 карата, будет проходить по 6 апреля. В его основе лежит технология цифровых двойников, при помощи которых клиенты получают доступ к полной цифровой копии каждого алмаза для детального анализа. Это позволяет покупателям тщательно оценивать сырье и принимать информированные решения о его покупке дистанционно, без необходимости физического просмотра, основываясь на исчерпывающих цифровых данных о предложенном ассортименте алмазов. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.